Я тільки з великим задоволенням хочу сказати, що ми дуже раді. Більше того, хотіли, щоб таких турнірів було якомога більше. Тому що для дітей, які займаються без турніра, це заняття, де вони не можуть себе побачити, де вони не можуть порівняти себе з іншими. А для дітей це дуже і дуже потрібно. А те, що вибрали Білу Церкву, то ми тільки завдячуємо, тому що хотілося, щоб про Білу Церкву знали все більше і більше. І це буде ще більше мотивацією для того, щоб наші діти більше займалися спортом, хокеєм, іншими видами спорту. Це майбутнє нашої держави. І зрозуміло, що через певний час дуже хотілося, щоб саме тут була професійна команда, яка б завершила всю піраміду дитячого спорту. І Біла Церква стала тою мекою хокея, якою, можливо, вже ніколи і не стане навіть Київ. Ну, сегодня могу сказать, что в городе Белая Церковь царит настоящий хоккейный детский праздник. Очень радостно видеть счастливых родителей, счастливых гостей города. Также очень самое главное видеть счастливых детей. Сегодня приехал в город Белую Церковь 6 команд из 6 городов. Дай бог, чтобы в следующем году этот турнир получил статус уже международного, и мы смогли привлечь сильнейшие коллективы европейских стран. Также главная цель – это воспитание, конечно же, игроков для национальной сборной. Мы растим сейчас будущее украинского хоккея, и та работа, которая ведется тренерами во всех городах нашей страны, она колоссальная. То есть наша главная задача, в конце концов, подготовить через 4-5 лет уже основные составы для основного состава игроков юниорской юниорской сборной. Кого вы считаете достойным соперником из международных коллективов Украины? Из международных коллективов я бы хотел отметить в первую очередь школы Словакии, школы Беларуси, потому что там выстроено все намного серьезнее, чем у нас. Государство полностью обеспечивает школы льдом, поездками на турниры. Внутренние чемпионаты отличаются колоссально от наших. Если в нашем чемпионате принимает участие 6 команд, в той же Беларуси принимает участие 16 команд только по одному возрасту. Соответственно, мы можем сделать выводы, что через определенное количество лет из 16 команд, состоящих там 25-30 игроков, можно собрать основную одну команду. В связи с этим это наша задача на местах, задача государства помогать городам и растить, собственно говоря, выращивать кадры для первой команды.